Фабрика, открытая в конце прошлого года в Карасуйском районе, сейчас работает в полном режиме. Функционируют 4 производственных участка – пошив, раскрой, термообработка и упаковка готовой продукции. На сегодняшний день здесь трудятся более 100 человек, а ежемесячный объем заказов превышает 50 тысяч единиц одежды. В данный момент на фабрике шьются 30 тысяч женских платьев по заказу из России. Как ожидается, заказ будет полностью выполнен к концу текущего месяца. По словам технолога, фабрика изготавливает около 20 видов одежды. Ранее мы специализировались на пошиве преимущественно домашней одежды. Теперь же в соответствии с рыночным спросом производим разнообразную продукцию. Работа идет активно. Заказы также поступают через интернет-площадки. Спрос на продукцию фабрики продолжает расти. Для заказчиков разработаны образцы моделей и тканей, доступных для индивидуального выбора. Клиенты могут на месте ознакомиться с ассортиментом, выбрать подходящую модель и оформить заказ. Предприятие испытывает нехватку квалифицированных работников. В рамках проекта создано 2500 рабочих мест, что способствует снижению уровня безработицы в регионе. В целях расширения производства начато строительство нового цеха по выпуску тканей. Цех, рассчитанный на 200 рабочих, будет введен в эксплуатацию до конца текущего года. Производство будет ориентировано на переработку местного хлопка и выпуск текстиля для нужд фабрики. В связи с погодными условиями строительство временно приостановлено, но в ближайшие дни мы возобновим работы. Планируем завершить строительство до конца года. Ведутся переговоры с поставщиками оборудования из Турции, Германии и Италии. Производство будет организовано в круглосуточном режиме в 2 смены. Мы намерены выпускать качественные ткани из отечественного хлопка. Отметим, что в текущем году на территории Орской области запланировано открытие 19 новых производственных объектов. Один из них – текстильный цех при действующей швейной фабрике в Карасуйском районе. Айтунук Мамытова, Самара Асанова, Уран Адишев, ЛТР, Орская область.